Салам достор. Анда кийинки суроо мен дайыма айтып келем, мен мага кайсы тилде берсе мен ошол тилде жооп бергенге аракет кылам. Себеп дегенде мен катталуучуларымдын көпчүлүгү, басымдуу көпчүлүгү кыргыз тилдүү болгону менен арасында орус тилдүүлөр дагы бар. Анан алар да орус тилде да уккусу келет экендигин мага байма бай айтып келишет. Ошонун бири Нур деген кыз киши суроо бериптир. Бирок бул суроону дагы мен жооп берейин деп чечкеним себеп дегенде мындай да, улам эле ушуну кайталап эле сурай беришет да. Вопрос на русском языке. Нур спрашивает: здравствуйте, хочу услышать ваше мнение про масонов, очень интересно. Знаете, на самом деле про масонов очень многие спрашивают. Я думаю, что это больше связано с тем, что сейчас стало... социальные сети же это же часть нашей жизни, и поэтому люди смотрят, и вот когда в Ютубе там разные передачи смотришь, и в рекомендациях тоже очень многие вещи из среди популярных смотришь, там какие-то есть про масонов, про каких-то тайных сообществ, какие-то тайные группы, какие-то особые каста людей, вот, посвященные, и что на самом деле очень много книг про глобальные заговоры, очень много разных теорий, что на самом деле, что президентом США управляет там определенная группа лиц, там кто-то считает, что это масон, кто-то считает, что там 5-6 очень богатых людей управляет, какие-то оккультные вещи происходят. Даже у нас в стране, к сожалению, есть некие группы людей, которые верят, очень глубоко верят, там, допустим, в вопросы тенгрианства. Вот мы же знаем, что, допустим, мы же все считаемся мусульманами, но мы придерживаемся так называемого понятия традиционный ислам. Это традиционный ислам, когда исламское течение, она вперемешку с... есть устоявшиеся очень сильные традиции, и она происходит вперемешку. Она постепенно, допустим, я для примера только хочу сказать, что постепенно это исчезает. Если, допустим, в исламе человек умирает, и его нужно похоронить до захода солнца, в течение дня, то у кыргызов, я помню с моего рождения, вы же помните, было же такое, что там 3 дня нужно было держать. И эта часть, 3 дня не хоронить, а ждать всех родственников с дальних концов нашей страны, или, допустим, родственники близкие находятся где-то за рубежом, и давали возможность, чтобы они пришли и могли проститься с телом. Да, это же традиционная часть на самом деле. И эти памятники, которые мы начали строить и так далее, это тоже традиционная часть. Она пришла с веянием, скажем, Советского Союза, каких-то других вещей. Но и вперемешке называется традиционный ислам. И допустим, ислам, он сейчас же есть же огромное течение. Есть люди очень сильно верующие, которые прям придерживаются нормы шариата прям очень строго, да. Есть радикальные группы, есть, допустим, более традиционные группы. И точно так же, допустим, в тенгрианстве я знаю, что есть группа людей, которые в это очень сильно до сих пор верят. Они проводят какие-то свои обряды. И при этом я знаю, что люди, оказывается, они в большинстве своем склонны во что-то верить, они стараются верить, они ищут и что-то для себя находят. Ведь мы же удивляемся, допустим, в мусульманском обществе, где подавляющее большинство людей мусульмане, но вдруг там, допустим, кто-то идет в течение баптизма, более в христианском направлении. Помните, у нас были течение Святого Муна с Южной Кореи. Это тоже достаточно популярное течение в нашей стране было. И очень много кыргызов, которые родились в кыргызской мусульманской семье, а они в это течение вошли и являются такими очень сильными приверженцами этого течения. Допустим, я в прошлый раз тоже был очень удивлен, когда я в Аше около года работал, связанный с выборами, работал, ОШ более подробно узнал, например.
И там для меня был очень интересный такой момент. Мы-то с избирателями работали, это было связано с выборами. Нам нужно было понять, какие избиратели есть, какие предпочтения есть. И там очень интересно, там оказалось, что то ли около 5000 христиан, что ли, что-то такое. Я сейчас в цифрах могу ошибаться, но вот у местного там прихожанина, у местного попа, так скажем, да, мы спрашивали, вот, когда мне сказали 5000, то я был удивлен. Например, был удивлен, что почему, а что, в Ваше, что ли, так много русских? Но потом оказалось, что там на самом деле русских в Ваше очень мало. А вот эти 5000, это, оказывается, кыргызы. Ну, национальность кыргызы, там, наверное, чуть узбеки есть, еще какие-то другие национальности, которые больше, допустим, мусульмане, но они оказались, что являются христианами и прихожанами церкви. Понимаете? То есть я к чему сейчас веду, вот отвечая на ваш вопрос по поводу масонов. Я в эти вещи, вообще вот эти тайные заговоры и так далее, я не верю. Я не верю, я считаю, что это тоже из того же жанра, вот жанра тенгрианства и так далее, когда человек во что-то хочет верить, и они начинают вот вокруг чего-то объединяться, вокруг какой-то идеи и так далее. А что касается, вот, допустим, местных, почему у меня очень многие мои подписчики спрашивают, что такое масоны и вообще верю ли я в это, часто спрашивают вообще, вот как я отношусь относительно правления миром евреями и так далее, и так далее. Ну, вот во все эти вещи я отношусь очень скептически. Если про масон, я сейчас углубляться в историю сильно не буду. В интернете, в принципе, полно об этом материалов разных. И она идет вообще с древних времен и больше соотносится к христианской культуре. Это вот в Европе начинали появляться движения масонов и так далее. Но чтобы они что-то существенное сделали, и когда у нас говорят, что вот кто-то является масоном и так далее, я, мягко говоря, к этому очень скептически отношусь. Вообще я рекомендую голову этим вещами не забивать. Но если вам интересно, допустим, если часто вы сталкиваетесь с подобными вещами, в интернете можно покопаться, в литературе можно покопаться, почитать их и так далее. Но в нашей стране я лично считаю, что нет вообще такого масонства или признаков масонства или какой-либо группы, которая бы там определяла бы и так далее. У нас вообще у нас страна вообще уникальная. Мы живем совершенно по другим законам, иногда вообще, я бы сказал, беспорядочным и непрогнозируемым законам. Вот сколько у нас в нашей стране приходили, раньше было модно выписывать политтехнологов и каких-то специалистов, модных специалистов из-за рубежа, с России, с Украины. Приходили люди с Европы, с Америки, технологи. Они разрабатывали какие-то стратегии, пытаясь угадать наши такие страты, это слои общества, их настроение и предугадать вообще, в каком направлении пойдет. Бесполезно. Мы живем совершенно по другим законам. Мы сейчас, я бы сказал, что мы просто сейчас определяемся вот в целом вот по устойчивому направлению, в каком направлении пойдем и где эта устойчивость, мы только определяемся. Вообще 30 лет независимости, это исторически, это вообще равна, если в истории так смотреть, это равна вообще 3 дням. 30 лет. Поэтому это небольшой срок, и я считаю, что до сих пор в поисках, и у нас так каких-то определенных направлений нет. Поэтому я считаю, что масонов в нашей стране нет. Вообще в целом тоже это такое, не совсем серьезные вещи. Я сейчас пока не буду, наверное, озвучивать конкретные имена, но был такой момент, я, наверное, считался одним из перспективных кадров в нашей стране, вот когда я был молодой, активный, гражданский активист, и когда много выступал, интервью давал, адвокатом был, в общем, очень активным был. И тогда один из
ну, таких видных политических людей, который в этот момент уже работал, был депутатом парламента, тоже такой перспективный был человек, там у него и были за спиной и деньги, целое направление было. И вот он один раз меня пригласил. Ну, достаточно популярный был на тот момент человек, он был, так сказать, на коне. И был такой случай. Вообще, я сейчас хочу вам сказать, вот за 43 года, вот с чем я столкнулся, да, с таким. И вот он пригласил меня в свое коммерческое учреждение, очень тогда известное коммерческое учреждение. И он в целом вот долго-долго разговаривал, ну, он же авторитетный человек для меня. Он говорит, ну, я долго не мог понять, зачем он пригласил, но в конечном итоге в конце он говорит, что, знаете, вот у нас, говорит, целая плеяда, говорит, вот очень влиятельных людей. Говорит, мы, говорит, некая группа, которая друг друга поддерживает и друг другу помогает. И он говорит, мы тебя хотим взять вот в этот некий круг, в некую группу. Ты должен подписать обязательство, бумагу, что когда ты станешь влиятельным человеком, то ты вот эту группу, эти идеи этой группы будешь поддерживать, этих людей будешь поддерживать, и будешь, соответственно, продвигать по должности. Мы тебя будем продвигать по должности, мы тебя будем помогать, чтобы ты стал богатым, влиятельным и таким видным человеком. Ну и потом, когда ты станешь богатым, влиятельным, видным человеком, то вот ты не забудешь вот эту нашу группу, эти идеи. А там идеи были очень простые, ну что там развитие нашей страны там, и так далее. Ну такие те вещи, которые прописывает любая партия в своих уставах, что-то такое было. И, в общем, я же был молодой человек. Мне, если я не ошибаюсь, тогда было 25, по-моему, лет. Вот 25 лет было, и дали бумагу такая простая, что я обязуюсь вот эту группу не забывать, и я подписал эту бумагу, ну и все, и ушел. И, знаете, ну, месяца 2-3, наверное, находился под впечатлением, и все, ждал, ну, интересно, с какой стороны будет поддержка, где они меня будут поддерживать и проталкивать. В конечном итоге у них у самих начались проблемы, их начали на них гонения, кто-то сидел из них, кого-то посадили, кого-то арестовали, там их коммерческую структуру разбомбили и так далее, и так далее. Я толком не знаю, кто в этой группе состоял, но я хочу сказать вот что. Мне сейчас 43 года, этот документ я подписывал примерно, когда мне было 25 лет. В общем, нету ни этих людей. И в моей жизни за 20 лет они ни разу не появлялись. Вот какое-то вот такое, тогда вот что-то такое торжественное было, и все на этом. Понимаете, за 20 лет я ничего подобного. Я во многих местах был, вы знаете, я на разных властных ступеньках был. Я и без работы ходил, и с работой ходил, и во всех кругах. Я и с президентами работал, но ни разу не видел, не встречался ни с одним членом какого-либо тайного сообщества, влиятельного, который что-то решает. Ну, нет такого. Поэтому я вам рекомендую не верить во все эти чепухи, потому что когда люди, особенно людям, когда делать нечего, они запредают разные вещи и стараются во всем найти некий смысл. Вообще жить проще надо. На самом деле жизнь прекрасна. Просто нужно не лениться работать, учиться образовываться и всякие разные чепуху не верить. Ну и не меньше верить или стараться очень трезво смотреть на эти вещи. Вот. А когда-нибудь, ну, просто мне сейчас неудобно писать про это, да, я в своей книжке это вряд ли отражу, но когда-нибудь я обязательно скажу, кто это был, и кто мне заставлял вот это письмо писать. Я думаю, что придет время, и вы это узнаете. Но я считаю, что это было глупостью. Все хорошо.